Дзерышумас Хатырску Аюсша. Добрый вечер. В прямом эфире абхазского телевидения передача «Айзера». Каждый четверг с моей коллегой Элеонорой Когоня мы обсуждаем с приглашенными гостями самые актуальные вопросы. Тема сегодняшнего собрания – курортный сезон. Обычно в середине июля он бывает в самом разгаре. Однако в этом году различные факторы не лучшим образом повлияли на старт. И как результат наметилось отставание в сравнении с прошлыми годами. Хотя понемногу ситуация выравнивается. Все подробности чуть позже. Итак, мы начинаем Айзера. Мы снова в прямом эфире. О предварительных итогах курортного сезона 2017 нам расскажут руководители самых популярных экскурсионных объектов Рисонского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. О ситуации в целом в туриндустрии поведает руководитель профильного министерства. Взгляд частного бизнеса на существующие в отрасли проблемы должны были осветить представители мини-гостиниц, но они на эфир к нам по определенным обстоятельствам не пришли. Итак, у нас в гостях сегодня Мирон Чалмаз, Рита Лолуа, Автандил Гарския. Итак, Автандил Зефикович, я так понимаю, что вы начнете наш прямой эфир с предварительных, что называется, итогов. Каков он, курортный сезон 2017? Добрый вечер. Я хочу вернуться к вашим словам о факторах. На туризм, как это общепринято, влияют факторы. Не бывает двух одинаковых сезонов, и эти факторы общеизвестны, и это может повлиять на тот или иной туристический сезон. Эти факторы, о которых мы всегда говорим, это и политическая ситуация в стране, и экономическая ситуация, и погодные условия. И вот как с одной стороны, так и с другой стороны. К нам едет турист из России. Очень влияет на этого туриста ситуация, которая складывается в России, политическая или экономическая. И особенно влияет на туризм, конечно, погода. У нас считается теплая страна, и к нам едут люди в основном ради теплого моря. Как известно, в этом году курортный сезон немного запоздал. Море вот только-только стало теплым. Все это влияет на туризм, и, наверное, вот эти факторы как-то повлияли на людей, которые делали какие-то выводы свои. Кстати, туристы сейчас весьма просвещенные, заглядывают в интернет, уточняют прогноз Совершенно погоды. верно, Да. очень просвещенные. Для этого нужно всего лишь нажать на одну кнопку, и они получают достоверную информацию. Но я бы хотел вас вернуть на 2 года назад, когда вот на 15-16 год, когда к нам турист ехал большими потоками, и посмотреть со своей точки зрения на Турцию в тот момент. И представьте себе, что оказалось так, что ни те гостиницы, которые там стоят, ни те кафе, рестораны, ни то теплое море, ни сам обслуживающий персонал никому не оказался нужен. Вот. И Турция Просела фактически. Просела практически за эти 2 года. Пошла, я считаю, на беспрецедентные шаги. Они даже изменили внутреннюю свою политику по отношению к России. Они быстро-быстро сориентировались и изменили ценовую политику. Если вы помните, в этом году уже в начале сезона, в начале года мы видели цены, можно сказать, смешные, 15-20 тысяч, куда все включено, плюс перелет, и это был недельный отдых. Все это влияет, но я считаю, что... Ну, это как-то они пытались завлечь, да? Сейчас таких цен уже нет. Естественно, завлечь, но я еще скажу более то, что они датировали туризм, у них есть такие возможности, огромные суммы, последние цифры, которые я прочитал, это вот до 15 миллиардов долларов они датировали в туризм. У них есть такие возможности. И даже сейчас цены на недельный отдых в Турции составляют порядка 25 тысяч рублей.
А если возвращаться, собственно говоря, к курортному сезону в Абхазии, какие предварительные цифры, Автанил Викторович? Понятно, что только-только набирает обороты, но тем не менее. Цифры немного отстают от прошлогодних, но они, я думаю, что не настолько. Я думаю, что тут как бы представители Рицинского национального парка и Наафонской пещеры более точно вам скажут. Я знаю, что отставание небольшое на Афонской пещере, около 10 тысяч, с учетом того, что в прошлом году около 400 тысяч людей посетило на Афонскую пещеру, это небольшая цифра. Отставание по Рице, насколько я знаю, около 26 тысяч. Ну, об этом более подробно расскажет Это Рита тоже Владимировна. небольшое отставание по сравнению с тем, что около 600 с чем-то тысяч посетило в прошлом году. Спасибо большое. Рита Владимировна, к вам перейдем. Ну, что происходит в Рицинском реликтовом парке национальном? Какова посещаемость объекта? Ну, вот на сегодняшний день Рицинский реликтовый национальный парк посетил 159 тысяч человек. Много это или мало? Вот если взять сравнительный такой анализ за последние 5 лет, это за аналогичный период 2012 года в 3,5 раза больше, чем в 2012 году, в 3 раза больше, чем в 2013 и где-то в 2,8 больше, чем в 2014 году. Но по сравнению с 2015 годом у нас идет отставание 30%, по сравнению с 2016 27%. Ну вот, как Константин Зиафикович говорил, конечно, все и политическая, и экономическая ситуация, конечно, все это влияет. Но вот мы внимательно отслеживаем, и различные информационные агентства России, правительственные, неправительственные, и независимые, мы читаем, значит, выезд россиян на отдых, на экскурсию, значит, за пределы России в прошлом году сократилось на 21%, в этом году на 30%. А вы все прекрасно понимаете, что Рицинский национальный парк в основном посещает, и к нам приезжают в Абхазию, это в основном наши друзья из России. Естественно, это зеркальным образом отражается. Это как вот... Рита Владимировна, но в основном это так называемые однодневные туристы, которые проживают, условно говоря, в Большом Сочи и на один день пересекают госграницу. Они могут и где-то в гостиницах отдыхать. Да, но большая часть это все-таки, которые... Нет, те, которые в Абхазии отдыхают, а потом на один день подниматься или в пещеру ездят, или ездят на экскурсии. Кстати, погодные условия в вашем случае тоже сказались. Я хотела сказать, вы знаете, у нас очень-очень сильный вот такой фактор, потому что национальный парк под открытым небом – это погодные условия. У нас, во-первых, вы знаете, были такие проливные дожди, они подмывают почву, и, естественно, камнепады, естественно, деревья. И были у нас такие дни, когда мы практически месяц, где-то в марте месяце, мы вообще закрыли дорогу. Потому что отрезок такой где-то метров 150 был очень опасный. Нам пришлось пригласить специалистов из Сочи, они обследовали, дали нам рекомендации, нам приходилось и с работниками МЧС какие-то камни, вот скалы взрывать, деревья, ну вот это все очищать. Потому что, вы сами понимаете, посещение это хорошо, но мы должны обеспечивать безопасность туристов, их нахождения в нашем национальном парке. Поэтому погодные условия, конечно, это очень один из, я вам скажу так, самых таких факторов, ключевых факторов. влияют. Владимир, а если возвращаться вот в сегодняшний день, примерно сколько человек в день посещают парк? В день где-то 3200, 3500, 3600. А в прошлом году было 4000. Ну, динамика хорошая. Да. Но я вам хочу сказать, вы знаете, по итогам полугода прошлого, мы от 2015 года тоже где-то на 21% отставали. Но по итогам года мы на 47 тысяч, больше у нас в 2016 году было туристов, чем в 2015 году. Так что впереди еще июль, впереди еще август, и сентябрь, и октябрь, и ноябрь. У нас в октябре около 20 тысяч парк посещает, в ноябре 10 тысяч, где-то порядка 500 тысяч в декабре. Так что по итогам года, я думаю, мы встретимся и уже будем говорить, удался год, не удался, были плюсы, были минусы. Я думаю, еще рано как-то говорить, что все, сезон там какой-то... Ну, в целом, как в известной пословице, цыплят по осени считают. Так что встретимся осенью. Мирон, если переходить к вам, скажите, у Новоафонской пещеры как обстоят дела? Ну, пещера все-таки чуть-чуть, она как бы отличается и от Рицинского заповедника, и остальных курортных объектов Республики Абхазия, тем, что у нас объект находится в замкнутое помещение, да, своя инфраструктура, вся внутри. И то количество людей, которые мы принимаем сегодня, в принципе,
В принципе, это тот объем, который мы можем себе позволить, и даже отставание вот в 10-11 тысяч на сегодняшний день от прошлого года. Прошлый год был просто очень хороший. Даже я вам скажу, что у нас мы объем перевыполнили в прошлом году 1050 на 40 миллионов. Ну, говорят, что приблизились к советским показателям, Да, насколько да, это в верно. прошлом году очень хорошо у нас было. В этом году, несмотря даже на это отставание, вот я хотел бы, чтобы было понятно, пещера все-таки это свой микроклимат. И вот это массовое такое вмешательство, да, как бы оно все равно, как бы мы ни старались принимать все экологические меры, да, правила и нормы соблюдать, мы не можем себе позволить загонять в нее людей. То количество, которое сегодня посещает, это как раз то, что как бы выше позволить мы себе не можем. Вот у нас объем работ на прошлый год был 195 миллионов, в этом году у нас 200 миллионов. На 5 миллионов Да, увеличились. несмотря на то, что как бы есть маленькое отставание, здесь Рита Владимировна, и вы тоже правильно сказали, что цыплят по оси не считают, мы надеемся, что мы справимся с нашими плановыми показателями, но как бы предвкушать еще больше мы не можем себе позволить, даже если такие... Мы не всегда успеваем обслужить всех туристов, которые к нам приходят. То есть это сказывается, собственно говоря, на экологической Но составляющей. это такой момент, он происходит когда? Это только вот такая работа сейчас начинается, в принципе, в июле, да? В середине июля, в этом году сезон запоздал немного, и мы надеемся, что впереди у нас тоже будет такое количество людей, но что касается межсезонья и других вот, периодов, предшествующих такому вот пиковому, да, моменту, многие туристы, к сожалению, вот тот момент, которых мы рады были бы, да, вот встретить, мы всегда рады их встречать в своих объятиях, с чувством долга и гостеприимства, но тем не менее многие туристы отказываются вот, заходить в пещеру, потому что как-то кто-то уже посещал ее раз, два, три, я не знаю. Многие, может, потому что устают, уже попадая в новый Афон. И вот я извиняюсь перед Ну, Мирон, присутствием. разительные произошли изменения в Афонской пещере. Это и новый подвижной состав, я так понимаю. Да, я И сейчас об этом вы, скажу обязательно. Заменили перила, я так понимаю, Я внутри пещеры. хотел обратить внимание, сейчас вот начал работать сын у меня в туристической компании в Абхазской экскурсоводом, вот, который на Рицу возит и пещеру привозит к нам людей. И недавно вот он совершенно молодой парень, который вот только столкнулся с этим, он пришел, говорит, я не знаю, говорит, 30 человек отказались идти в пещеру. И чем объяснили? Вот не хотят. Сначала одно время им назначили, все, они отказались, и он им позвонил, извинился, говорит, и как бы, ну просто вот устали, не захотели пойти в пещеру. Она не входит в обязательное посещение, когда туристы в Сочи, в Адлере приобретают путевку на Абхазию, да, новый Афон, вернее пещера, вот она как-то по желанию, то есть они имеют право отказаться. В принципе, нам это тоже особо как-то на нас, я думаю, не будет влиять, как я уже говорил, что мы своего туриста доберем к осени обязательно. То, что вы говорите о новшествах, если... А давайте мы попозже об этом поговорим. Теперь я хотел бы предоставить слово Автандилу. Автандил, скажите, вот Мирон затронул эту тему, что человек, который уже как-то бывал в Абхазии, отдыхал, поправлял здесь свое здоровье, уже как бы и Рица, и Афон ему близки, он неоднократно бывал и в пещере, и на озере. Скажите, какие-то новые экскурсионные маршруты, новые объекты вы внедрили в этом сезоне? Да, действительно, знаете, вообще я считаю, что вы правы, когда сказали, что цыплят по оси не считаем, и считать надо, и вообще драматизировать ситуацию никогда нельзя, потому что никто не знает, что будет завтра. Я вообще считаю, что о цифрах мы должны говорить меньше, мы должны говорить о тех условиях, которые мы должны создавать для туристов. Вот. А что касается вот, действительно вопрос правильный, который вы поставили сейчас только что, потому что все считают, что у нас только два основных маршрута, и больше таких маршрутов нету других, это Рица и Новый Афон, но есть еще и другие маршруты у нас, естественно. Ну, кстати, я не назвал ботанический сад и обезьянный питомник. Это еще советского периода, есть еще у нас маршруты и в Восточную Абхазию, это и
воду грязи лечебницы в Кинге, в Атапские пещеры, 2 Атапские пещеры. И дальше тоже в Кварчелах есть маршруты новые на водопады Акармарские. То есть с каждым годом маршрутов все больше и больше, но все равно это только небольшие шаги. Почему? Потому что это туризм, это все-таки бизнес. Автодил, но туда выезжают организованные туристы, то есть это вы включили в свой план Да, посещений, конечно, да? туда выезжают туристы, но дело в том, что туда выезжают в основном те, которые туристы проживают, те туристы, которые проживают в столице, в Сухуми, в Гагре, в Гудауте. То есть не те, которые приезжают из Сочи, не те туристы одного дня. То есть не те экскурсанты одного дня, которые, потому что есть такое понятие, как усталость, более 100 километров, потому что все-таки это больше связано с инфраструктурой, с дорожной инфраструктурой. Тем не менее, новые маршруты потихонечку открываются, и я думаю, что они будут. Я думаю, что вот все, о чем мы говорим, и вот те проблемы, которые мы затрагиваем в туризме, как вы знаете, последние годы все чаще и чаще мы говорим об этом. Если не каждый день, то через день по телевидению. Вот мы должны учиться. Я считаю, что мы должны учиться, потому что живем в новых условиях, новых экономических условиях живем. Вот. Не все знают, как действовать, не все понимают, как жить в этих условиях экономических, что такое конкуренция, не все знают. И я даже думаю, что должна вестись какая-то разъяснительная работа, и должны быть экономические передачи, чтобы объяснять людям, для того, чтобы они понимали, что делают в новых условиях. Потому что мы должны понять, что живем в жесточайших конкурентных условиях. И эта конкуренция будет уже и внутри тоже. А эта конкуренция обязательно будет и внешняя. Почему? Потому что люди на туризме зарабатывают деньги. И вот возьмите, допустим, через границу мы граничим с Россией, и там тоже люди занимаются туризмом, и они делают все, чтобы этот турист, который шел сюда, его было меньше и меньше. Мы должны над этим работать, мы должны знать, что делать, и уметь, и уметь. И я думаю, что... А вот, кстати, мысль хочу, что вы продолжили. Вот ведется какая-то искусственно антиабхазская агитация, да? Конечно, ведется, и это можно понять. Представьте себе, что у вас большой бизнес в этой стране граничит с Абхазией, и мимо вас едут туристы в Абхазию. Поэтому эта борьба будет всегда, и мы должны понять, что должны стать конкурентоспособными. И еще один момент, который я хочу сказать, и я думаю, на этом нам надо акцентировать внимание вообще в работе. Это мы на этом уже съели собаку, как говорится. Мы должны создавать положительный имидж о своей стране. Почему? Потому что вы видите все эти новшества, весь интернет, сайты пестрят тем, что каждый посчитал себя журналистом, каждый любитель сидит в интернете и высказывает свое мнение. И мы столкнулись в этом году с тем, что получилось так, что Лавина негативной информации. мы сами о себе говорим плохо. И такой вопрос хочу задать. А вы бы поехали в ту страну, где местные жители, проживающие в этой стране, говорят о себе плохо? Естественно, я бы не поехал, я бы выбрал другую страну. Но это делают, скорее всего, те люди, которые не задействованы в туризме. Потому что они не думают о тех, кто зарабатывает деньги на туризме. Им кажется, что на туризме все зарабатывают большие деньги. Они думают, что у всех гостиницы и так далее, и так далее. На самом деле очень большое количество людей зарабатывают небольшие суммы, которые они вот от сезона к сезону кормят свои семьи. Это от 50 тысяч до 100 тысяч, до 200 тысяч, не больше. И таких людей большинство. И эти люди, которые пишут негативы, о таких людях никогда не заботятся и не думают о них. Я думаю, вот на этом
мы должны заакцентировать внимание, но когда я говорю о том, что создание позитивного образа об Абхазии, о нашей стране, это не означает, что мы должны умалчивать о тех негативах, которые существуют. Но о тех негативах, которые есть, надо еще уметь и говорить, и писать. Я веду речь о том, что вытащить наверх тот пласт, который существует, он у нас есть. Посмотрите, мы отталкиваемся от войны. Наше поколение отталкивается от войны, но у нас нет до сих пор сайта о войне. У нас нет сайта о нашей истории, о нашей культуре. Нет сайта о наших национальных песнях, о наших национальных танцах. У нас много чего должно в этом плане делаться. Это Кстати, Автандил, очень много работы над этим, надо над этим работать, очень много. И понимаете, турист, который приезжает в Абхазию, куда бы он ни зашел, он должен понимать, что он находится именно в Абхазии. Не в Китае, не в Италии, не в Испании, не в России. Именно в Абхазии. И когда кто-то говорит, что вот так, как вот фокусник палочкой махнул и все можно решить, это глубокие заблуждения у этих людей. Кстати, правительство приняло и одобрило ваш проект по созданию информационного центра на границе по реке Псу. Да. Скажите, этот проект удалось реализовать? Да, это мы работаем над этим проектом, но это был первый шаг. Там не такая большая сумма денег, и мы работаем над этим, готовим То есть каждый из реестры. приезжающих туристов, заходя в этот центр, Да. будет Сегодня мало того еще должен сказать, что чтобы люди понимали, что государство делает, работает. Конечно, я считаю, что все-таки может быть не настолько достаточно, но мы все-таки работаем, есть что-то новое. Вот сейчас будет скоро у нас картографическая продукция, печатная продукция. Картографическая продукция имеется в виду туристическая карта городов и районов, вот, которая будет бесплатно распространяться. У нас есть мобильное приложение, сегодня можно через интернет это увидеть, вернее, через мобильное приложение этот сервис увидеть на телефоне. Вот, ну, работа ведется. Но все-таки я хочу сакцентировать внимание, что, ну, как я сказал, брать лучшее то, чего уже многие добились в своей работе. Это создание позитивного образа. То есть должна быть группа людей, как это делают в других странах, в той же Чечне, очень дорогостоящих, нанимают очень дорогостоящих блогеров, и они создают позитивный образ, имидж о твоей стране. И любая негативная информация, которая будет идти, они ее могут сформулировать, не только опровергнуть, смотивировать, сформулировать так, чтобы эта информация была более мягкой. Вот вы, наверное, я предвкушаю, наверное, вы зададите этот вопрос, скорее всего. Вот недавний случай, который вопиющий был преступлением. Да. Знаете, возможно, я не один из первых узнал про этот случай, но когда пошли звонки, первое, о чем меня просили, как можно меньше информации негативной об этом происшествии, понимаете, что люди понимали, что это остановит туристов, которые к нам должны ехать. Спасибо, Автандил. Мы обязательно этой темы коснемся чуть позже. Я хотел бы, чтобы Рита Владимировна продолжила тему, которую вы, собственно говоря, начали по поводу новых экскурсионных маршрутов и так далее. Рита Владимировна, если вот возвращаться к Рицинскому реликтовому национальному парку, что нового вот произошло между сезоном 2016 и 2017? Ну, вы же знаете, Рицинский национальный парк – это только не озеро Голубой и Самарицын, это Ауатхара, Гекский водопад. Каньон. Да, вот и у нас, как вам сказать, вот Ауатхара стала востребована. Вот все больше и больше людей приезжают туда отдыхать. Вот удивитесь, мы как-то ехали, смотрим, идет семья и годовалый ребенок в рюкзачке. Думаю, господи, ну как можно было годовалого ребеночка везти туда? Мы даже, вот у нас там было, есть 10 домиков по 5 человек. Мы в прошлом году достроили, обустроили и ввели еще здание на 32 человека. И вот за полгода россияне
они бронируют, и у нас июль-август, в принципе, невозможно, как вам сказать, нет ни одного дня, который бы... Свободных мест нет. Мест нет, да. И, кстати, это востребованы очень наши местные жители стали ездить на Аватхару, потому что там свежий, чистый воздух, детишки поправляются, аппетиты хорошие, все прочее. Поэтому у нас Аватхара очень стала востребована, мы ее расширяем. И мы надеемся, вот по итогам, вот, дай Боже, этот сезон все-таки у нас удастся, и мы соберем и сможем еще одно здание построить, обустроить, на следующий год ввести. Так у нас новые туристические маршруты, у нас есть проводники, гиды-проводники, которые и на 7 озер, и очень много новых таких мест, куда людям очень интересно. Очень интересно нашим людям на Малую Рицу ездить. Мы стараемся эти маршруты, как вам сказать, новые маршруты обустраивать. Ну, видите как, наша задача еще, чтобы пребывание, как я уже говорила, нашего туриста было безопасным. Поэтому очень много нам приходится на вот эти все трассы, на дороги, на укрепление там этих дорог. И чтобы, не дай бог, чтобы какие-то не такие ситуации сложились. А вот я знаю, специальной сеткой вы хотите, да, какие-то опасные наиболее участки Вот вы трассы? знаете, если взять в целом, вот какие мы меры вот приняли, мы порядка, вот если взять вот основную трассу, мы в 5 местах, где было сужение дороги, были там обвалы, мы провели большие работы, потому что мы где-то там берега укрепили, где-то установили различные такие ограждения, сетки мы устанавливаем, естественно, всякие вот такие ограждения. Потом я вот хочу, вот в этом году мы ввели, что мы заключили договор с МЧС, у нас, вы знаете, очень востребованный, все больше и больше стало на водные вот, катания. Спуск И вот, да. на катамаранах. И поэтому это все-таки, знаете, озеро Рица, это не может такое горное, коварное озеро. И мы, естественно, заключили договор, у нас каждый день дежурят 2 инспектора, и водолаз следит за безопасностью, не дай бог, потому что были случаи, вы знаете, когда у нас люди тонули. У нас, вот, вы знаете, тьфу-тьфу, Бог миловал, вот мы говорим о криминогенной ситуации в стране, но в Рицинском парке у нас более-менее стабильная ситуация, потому что у нас инспектора совместно с милицией, мы как-то они в тесном таком сотрудничестве, они как-то стараются, чтобы, как вам сказать, было безопасно. Потом мы... Рита Владимировна, а есть постоянные наряды, которые дежурят, осуществляют? Конечно, это постоянно у нас, это наряды и все прочее. Вот. Еще, вы знаете, вот многие люди, все-таки над уровнем моря где-то 900 метров, многие там гипертоники или что, знаете, кто-то боялся, поднимался, кто-то, вот, дорога такая, знаете, коварная такая, будем говорить. Извилистая, люди, да. И мы, как вам сказать, уже, в принципе, уже 2-3 год мы, значит, обустроили там медпункт, причем такой очень квалифицированный медсестра там, мы закупаем все необходимые документы, советуемся с специалистами. Вот мне приходилось не раз видеть, вот автобус останавливается, тут же группа людей подходит к медпункту, у кого-то укачало, у кого-то давление, это тоже, и это же передается, что там смотрят за вашим давлением, за вашим, около 3000, вот в прошлом году обратилась в этот медпункт, и квалифицированная помощь, то есть человек может знать, что если он поднялся, что он получит медицинскую помощь, что за ним присмотрят, усмотрят, не дай бог, чтобы... Кстати, насколько я знаю, в ближайшее время должна появиться специальная бригада скорой медицинской помощи, там должна быть карета, которая Знаете будет как, дежурить. мы этот вопрос с самого начала, вот когда вот только я стала работать, я обратилась, как вам сказать, чтобы была вот, машина скорой помощи, но как-то не получилось. Ну, сейчас нам, понимаете, честно, нам лично затратно. Мы нахождение тех же работников МЧС мы оплачиваем. Нахождение этого медпункта мы оплачиваем. Вы прекрасно знаете постановление, вы, депутаты, приняли 100 рублей с билета. Будаутский район. Будаутский район, потому что он немножко такой, сами знаете. И нам вообще-то вот из 350 рублей, вы знаете, что вот мы на протяжении сколько лет, если раньше поднималась цена там по 50, мы 3 года мы цену не меняем. У нас детский 100 рублей, взрослые 350. И нам, честно говоря, с 350 рублей где-то остается 150 рублей. И вот 39 тысяч гектаров земли охранять. Не дай бог, там и браконьерство может быть, там лес вырубать, следить за туристами, все прочее. Нам новые сложно. лесопосадки. Да, поэтому мы, конечно, нам звонили депутаты, мы просили, что мы просто пока что мы не в состоянии вот, скорую помощь содержать. Если это государство все-таки как-то бы предусмотрело какую-то как-то, ну, нам пока сложно, честно говоря, потому что это и водитель, и бензин, и работник, врач, это дополнительная нагрузка, мы ее, честно говоря, пока что просто-напросто не осиливаем.
Спасибо, Рита Владимировна. Мирон, скажите о тех преобразованиях, которые произошли в Новоафонской пещере. Ну, похвастаться новыми маршрутами сейчас я не могу, в отличие от Риты Владимировны. Но Ну, почему кстати, не там могу? есть же несколько законсервированных залов, но они к ним доступ Это, закрыт. да, вот именно об этом я сейчас хотел сказать, не о зале, а сначала я хочу сказать о том, что вот, к сожалению, вот наш директор, который ушел из жизни, Гевис Мэр, это его детище, культурный центр в районе водопада, храма Симона Канонита. Там вот у нас есть объект, в который мы вложили уже около 12 миллионов рублей. Дальше тоже мы будем его благоустраивать. Там сейчас ведутся изыскательские работы по усилению, по строительству, реконструкции этого здания и этого местности. В основном там работы Гевис Мэр, скульптуры из дерева, скульптуры из камня. Также он занимался живописью. Это все очень интересно. И вот на самом деле нам... Это будет экспозиция под Это открытым будет, небом. это будет экспозиция, часть экспозиции, скульптурная часть под открытым небом, а часть, вот то, что картины написаны на холсте, мы так предполагаем, в будущем, это все в перспективе. У нас выставочный зал, как бы еще у нас много работы впереди, но тем не менее мы планируем пропагандировать, вот как говорил Автандил Зефикович, да, вот, ну, приехали в Новый Афон туристы, ну, пещеру. Ну, в пещеру билета времени нету, да, вот как-то вот по времени попадает. Монастырь посмотрели, куда, ну, не все пойдут на гору туда сейчас подниматься пешком на Анакапию. Можно людей спустить, которые остаются в свободном, как говорится, вращении, заводить в этот культурный центр. Это наша история, это наша культура. Мы планируем там открыть школу художественную имени Гевис Мэр. Детишки будут там заниматься, учиться. Как бы кто-то из них тоже станет, может быть, легендой в будущем абхазской. Какие-то хореографические мероприятия, там вот именно в национальном стиле, вот такие вот концерты, программы. И все это планируем. Нужна вот только вот, нужно время, нужна добрая воля. И я надеюсь, в этом плане вот именно культурный центр мы с помощью Автандила Зефиковича доведем до ума, конечно. Также А если уже заходить, что называется, в залы пещеры, что там изменилось? у нас очень много, я уже говорил, работ, связанных с экологией. Я не могу сказать, что много работ проведено, работ никогда не бывает в этой области много, каждый раз что-то новое мы читаем, интересуемся, мы сотрудничаем с двумя московскими университетами, мы сотрудничаем с нашим институтом экологии, который возглавляет Роман Бар, биогеографический факультет Абхазского государственного университета. То есть приезжают постоянно экспедиции, смотрят, кто-то следит за геологией, кто-то следит за различными вот изменениями именно в геологии. У нас реперный мониторинг ведется именно в плане геологии. Какие-то трещины, изменения, да, вот это обязательно нужно наблюдение, специальное оборудование. Ну и также общее состояние, вот озеленение, там некоторые освещение, кстати, у нас полностью мы поменяли еще. Во всех залах? Да, да, конечно. То есть сейчас нам тоже предлагают многое, давайте вот осветим, такое есть продвинутое освещение. Чем больше освещения, конечно, будет красивее, но мы не стремимся как бы осветить все, как бы все равно, каким бы оно продвинутым ни было, оно свой вред, оно, конечно, Температурный принесет. режим, Да, наверное. световой даже достаточно. Поэтому у нас как бы в этом плане все минимизировано, ведется наблюдение. Мы вот сейчас Роман Бар по нашей просьбе, у нас договор с ним тоже изучает, какие бы приборы мы могли вот сейчас современные установить внутри пещеры для различными температурными наблюдениями, за состоянием повышенное или пониженное состояние влаги, что на что влияет. Вот это все надо изучать, все надо смотреть. У нас в штате постоянно экологи, которые стоят у нас оборудование, наблюдают. Но мы считаем, что всего этого мало. И будем добиваться более высоких как-то результатов именно в том плане, чтобы обеспечить и безопасность туристов, и безопасность самой пещеры от нас и от туристов тоже.
Есть, как вы знаете, уже мы практиковали одно время. Сейчас, к сожалению, в летний период мы этим заниматься не можем, когда большой поток. Но в межсезонье, опять же, мы пытаемся, вот я думаю, постараемся запустить наш зал, который туристы не посещают. Он как бы получается неудобным для общего посещения, но для эксклюзивного маршрута, когда туристов мало, у нас там сцена, у нас там были концерты, если кому-то приходилось видеть, это вообще... Это хоровая капелла наша. Да, и капелла, и другие ансамбли выступали, это просто великолепнейшее зрелище. Многие люди на глубине, там, в недрах земли выступают, там вот наша хоровая капелла, и солистка поет «Аве Мария», да, вот. Да, это действительно. Это просто вот на самом деле бесподобное Потрясающе, зрелище, потрясающее, да. Я, вы знаете, уважаемые коллеги, хотел бы задать вам вопрос, который я не могу не задать. Вот все-таки в нашем обществе бытует такое мнение, что вот и в Рицу, и в Афон можно попасть, минуя, так сказать, кассу и так далее и тому подобное. Я как бы не берусь утверждать, есть ли это нет, но я знаю, что внедрена новая электронная система посещений, соответствующие турникеты и так далее. Рита Владимировна, Мирон, вам вопросы. Что есть такая возможность или нет такой возможности? Ну, что касается, вот знаете, можно там проехать без билета или еще, за эти 2 года у нас было 6 проверок. Причем такие, знаете, комплексные проверки. Сейчас тоже у нас уже, по-моему, 2 или 3 проверки были. И вот. Что касается, да, стоит задача по поводу турникетов. Но, честно говоря, знаете, когда в закрытом помещении, наверное, это как-то возможно. Но я не знаю, как это у нас. Специалисты приезжали, изучали, ради бога, как вам сказать, мы готовы сотрудничать, лишь бы у нас, как вам сказать, все было прозрачно. Ну, мы сами тоже заинтересованы были. Мы, во-первых, 4 или 5 камер установили. А потом, вы сами прекрасно понимаете, я как только пришла, практически на 90% работников КПП были заменены, будем так говорить. В ходе работы были такие случаи, когда некоторые сами не выдерживали нагрузки, уходили, некоторых пришлось просто уйти, будем так говорить. Но я не могу судить, говорить, что 100%, но максимальная прозрачность, максимальная чистоплотность, ребята порядочные, сами заинтересованы, ребята работают во многих общественных организациях, они, знаете, сами заинтересованы, что вот как-то, вы знаете, они 100 рублей с каждого взрослого билета поступают в Гудауту. И они каждому вот этому поступлению в Гудауту, что на эти деньги что-то строится, что-то ремонтируется, они радуются этому. Поэтому они сами заинтересованы, чтобы там было максимально чисто и прозрачно. Но бывают скандалы, бывают какие-то моменты, кто-то захотел, кто-то не захотел, кто-то говорит, я воевал, кто-то говорит, Ну, бывает, это невозможно без этого. Ну, я вот уверена, что там максимальная чистоплотность и прозрачность обелечивания. И я не думаю, что кто-то мог бы, не знаю, сказать, что что-то не так. Да сами показатели говорят. Вот давайте мы будем говорить, 50-60 миллионов. 2015 год 187,5 миллионов, 2016 204 миллиона. То есть это уже о чем-то говорит. Ну, если кто-то думает, что там гораздо больше, пожалуйста, мы готовы к любой общественный, я в интернете тоже, мы переписываем, говорим, ради бога, любой, общественная организация, политическая партия или что, мы готовы, ради бога, станем с вами и будем смотреть, как этот процесс происходит. Мы открыты для всех, пожалуйста. Спасибо, Рита Владимировна, за откровенный ответ. Мирон. Ну, конечно же, я вот согласен с Ритой Владимировной. Прежде всего надо изучить ситуацию. Вот что касается Рицы, я даже не представляю, как там будет работать эта система. Там все-таки человеческий фактор наиболее такой приемлемый, мне кажется. Что касается нашей ситуации, изначально мы, конечно же, были не против установки всего этого оборудования, недешевого к тому же. Но отнеслись с опаской, на самом деле, с недоверием, с некоторым, надо так надо. Почему было как вот это новая техника, новые моменты. Наши служащие, они как бы учились, обучивались, проходили какие-то курсы для того, чтобы работать с этой техникой, да.
сама техника не всегда как бы принимала то напряжение, которое у нас в Абхазии подается. Были какие-то технические моменты, были сбои, разговора нет. Но в общем плане, конечно же, это для нас это ноу-хау, это то, что в перспективе принесет, конечно же. Я Но думаю, сама что система уже работает. То есть Система она работает, мы отобьёмная, работаем, да, там стоят турникеты, электронное обелечивание идет со штрих-кодом. То есть практически просто так кто-то там даже по времени, если, допустим, на 9:20, на 9:40 уже никто по этому билету не пройдет, если он даже опоздал. То есть система не пропустит. Система не пропустит. Ну, есть у нас аварийные какие-то эвакуационные моменты, это специальная программа, есть специальные жетоны, у меня есть там еще нескольких человек, которые могут использовать в каких-то случаях. Если вы ко мне в гости приедете, я тоже имею право, правительство мне позволило, Спасибо. как бы принять Здорово. вас. Я так понимаю, что это официальное приглашение, мы воспользуемся. Да, конечно. Автандил, скажите, это была целенаправленная задача, которую ставило министерство по курортному туризму? Эта задача стоит уже давно, несколько лет, и вот она это впервые была озвучена, по-моему, года 3 назад, насколько мне известно, да. Вот, и президентом страны, Министерством финансов. И вот в этом году этот проект был реализован. Там все запрограммировано, вот как только что говорил Мирон Михайлович. Сегодня этот терминал действует, и любой человек может приехать, посмотреть, как это работает. Это все работает вместе с видеонаблюдением. Видеонаблюдение выходит на экраны, и каждый, кто может, имеет желание, то может посмотреть в режиме онлайн. Автандил Зекович, в самом начале нашей передачи вы приводили данные об отдыхе в Турции, сказав о том, что 7-дневный тур обходится там в 20-25 тысяч. Есть данные по отдыху в Абхазии? Вот 10-дневный отдых в Абхазии во сколько может обойтись? По-разному. Знаете, все-таки... В гостиницах и в частном секторе. Возвращаясь к тому, что все-таки мы не должны забывать, что это такая конкурентная борьба, жестокая, кстати говоря, она. И так будет всегда. И посмотрите, вот это самое первое правило. Самое первое правило – это цена. То есть вот я могу говорить о своих подведомственных организациях, предприятиях, допустим, курорт Пицунда или же пансионат Айтар. Вот. Сегодня, конечно, там есть своя специфика, но на курорте Пицунда полная загрузка. Сегодня там 2500 человек отдыхает, и цены там остались даже не прошлогодние, вот там цена там 1500 до 2000. То есть за сутки. То есть человеку, который отдыхает, сами понимаете, да, 10 дней, обходится вот 15-20 тысяч рублей. Плюс питание. Это плюс питание. Там, конечно, есть свои особенности в этом курорте. И благодаря президенту, благодаря тому, что он доверил нам это дело, мы вместе с руководством пансионата делали капитальный ремонт 4 корпусов. То есть там фактически сегодня все, абсолютно все, что необходимо человеку. Кто не знает, я могу сказать о том, что эти номера были без удобств, без всяких удобств. Сегодня там абсолютно все, и удобство, и вся необходимая техника, которая должна быть в таких курортах. И это все. То есть холодильник, телевизор, кондиционер. Это да, абсолютно все. И это очень повлияло. Если бы не этот фактор, то мы бы в этом году имели бы там большой минус. То есть люди хотят и комфорта, и, естественно, за небольшую цену. Еще один момент, что ценовую политику надо выстраивать не сейчас. Ценовую политику, вот если вы обратили внимание, в Турции это было начало года, это март-апрель.
А сейчас почему ценовая политика не сыграет роль? Потому что туроператоры тоже работают минимум на полгода вперед. То есть вот такой люфт у них должен быть, чтобы заполнить эти гостиницы. Но, к сожалению, у нас есть средства, объекты размещения, гостиницы, пансионаты, где цены на путевку на путевке высокие. Есть и 4, и 5, и 6 тысяч есть гостиницы, но это уже рынок, это уже право самого хозяина, который, в общем, на свое усмотрение. Но я думаю, что мы все учимся, и эта учеба никогда не прекращается. Почему? Потому что тот, кто как бы в этом году, который обжегся на этой политике, на ценовой политике, я думаю, он пересмотрит свое отношение. И вот этот фактор, это фактор, особенно когда говорят, у нас это очень любят говорить, а куда они денутся, все равно приедут. Я думаю, мы над этим все должны задуматься, что не всегда так будет. Ну, что все меняется в этом. Мы в этом мире не одни. И у нас конкурентов более чем надо. Потому что есть еще другой момент. У каждого свой турист, у каждого свой клиент. И вот тот турист, который приезжает к нам, это средний или ниже среднего туриста. Бюджетный турист. За него тоже идет сумасшедшая война. Вот за этого туриста. Потому что какой бы он ни был бюджетный турист, приезжая в ту или иную страну, он не только платит деньги за размещение и за экскурсию, он оставляет деньги и на транспорте, и в объектах общественного питания, в торговле, на связи. Потому и говорят о туризме, что он создает мультипликативный эффект. Идет борьба за туристов, поэтому мы должны понимать это и работать над собой прежде всего. Автандил Зиевич, а тем не менее в министерство наверняка поступают данные от руководителей частных гостиниц, в том числе и крупных. Какова у них ситуация? Вы сказали о том, что некоторые подняли свою цену за проживание. И тем не менее, какова загрузка, если можно сейчас говорить? Вот сегодня Я могу вам сказать, на вот на 20-е. сегодняшний день, тут, если в сравнении с прошлым годом, процентов на 65, на 70. загрузка Такая, есть, да, то есть загрузка отставание. есть, да. Такое. А что касается границы, Автандил Зиевич, раньше, я помню, туристы очень многие жаловались на то, что многокилометровые очереди в пункте пропуска на реке Псо, очень многие высказывали по этому поводу недовольство. Скажите, какая сейчас картина там складывается? Сегодняшнюю картину любой может закачать программу веб-камеры и увидеть, какова там картина. Там, естественно, проводились работы не только в этом году, еще и в прошлом году. То есть самый пик сезона, конечно, там многолюдно, но это уже не пробки, потому что это движется, это все движущееся. То есть увеличились кабинки, Да, увеличение кабинок и увеличение, Самих пограничников. увеличение кабинок и еще отдельные полосы для транспорта, для автобуса. То есть это все присутствует, это все работает. Вы правильно заметили, почему? Потому что вот на туризм, если мы говорим о туризме, если говорим о том, что это приоритетная отрасль, то мы все акценты должны расставить правильно. Почему? Потому что туризм это все-таки держится на 3 столпах. Это безопасность, качество. Почему я сейчас вспомнил про качество? Качество начинается с границы. Что наш турист не прилетает в аэропорт или же не на железнодорожный вокзал. Он в основном идет через границу. И вот это то качество, которое мы показываем на границе, уже формирует его настроение. Автандил Зиевич, что касается аэропорта, с вами согласен, в Сухумске не работает. Но что касается ЖД-транспорта, вроде несколько пар поездов, в том числе дальнего следования. Железная дорога работает. Востребованы эти маршруты? Да, я думаю, да, они востребованы, эти маршруты, поезда дальнего следования идут. Ну, я имел в виду в общем, когда я говорил о том, что в основном идет через границу, я имел в виду тот поток, большой поток. А электричку запустили между вами? Да, ходит электричка, ходит поезд дальнего следования, это как и в прошлом году.
Ну, там, по-моему, даже вот до 100 тысяч, 90-100 тысяч, вот такие вот перевозки. Уже, да, данные по перевозке. Рита Владимировна, Мирон Михайлович сказал о том, что в этом году план Новоафонской пещеры 200 миллионов рублей. Скажите, есть ли какие-то данные по, так сказать, показателям у вас, у Рицинского реликтового Ну, у нас национального тоже, парка? естественно, план чуточку увеличили по сравнению с прошлым годом, хотя мы, в принципе, говорили, а вдруг вот если будет вот, сезон неудачный или все как будто как накапкали, вот, как вам сказать. У нас тоже порядка на 20 миллионов план увеличили. Ну, будем думать, будем стараться, но нам в план входит еще не только от билетов, но от предпринимателя. Вы же знаете, у нас очень много объектов на Ридзе, у нас с ними заключены договора, вот, так что мы там тоже как-то работаем, мы там тоже какие-то ставки повышаем. Ну, я думаю, что благодаря предпринимательской деятельности, благодаря обелечиванию на контрольно-пропускном, мы, во всяком случае, у нас есть большое желание выполнить этот план, а там как получится. То есть 20 это к чему давали? Какой сумме? Прошлогоднему. Это 220, да? Да, да. 220 миллионов. Мирон Михайлович, вот по поводу обелечивания новых маршрутов, скажите, вы тоже, Новоафонская пещера, это фактически бюджетообразующее предприятие города Новый Афон, и там тоже есть социальная нагрузка. Часть стоимости билета уходит на развитие, в том Да, числе да, 100 Гудаупи рублей. и Нового Афона. Да, тоже уходит у нас 100 рублей. В этом году, если не ошибаюсь, около 9 миллионов уже мы заплатили в район, как материальную помощь. Половина при этом уходит в бюджет Нового Афона. Да, там уже идет расщепление, да, 50 на 50, как бы. Ну, мы, можно сказать, с удовольствием это делаем на самом деле, потому что это наш район, наш родной город, как бы мы заинтересованы в том, чтобы он тоже процветал. Общее мнение должно быть у туристов, что в пещере хорошо, в городе плохо, так не получается. Везде в Абхазии должно быть хорошо. Но, тем не менее, определенные проблемы есть. Вот та прибыль, которую мы зарабатываем, можем потратить на развитие своего предприятия, она, в принципе, как бы достаточно, если заниматься такой обычной вот работой, если не ставить каких-то более серьезных, грандиозных планов перед собой, да. Вот вы как-то говорили здесь за поезд, а на самом деле без поддержки государства, да, я имею в виду просто в кредитовании. Мы своими силами, в принципе, приобрели этот новый поезд, подвижной состав с возможностями пещеры, но с помощью государства, то есть деньги какие-то надо было вперед отдавать, это договор, иностранное государство. Вот у нас предстоят очень серьезные работы в будущем, в недалеком будущем, буквально по окончанию сезона, если не ошибаюсь, вот где-то в середине августа или в начале должны приехать представители из Ростова, занимающихся железнодорожными путями, вот, ремонтными работами именно по железной дороге. Вот, мы говорили с Автандилом Зефиковичем об этом уже. Я думаю, надеюсь, мы получим поддержку и у высшего руководства государства, потому что своими силами как бы осилить у нас не получится. Речь идет о замене рельсов, шпал. Есть, где надо заменить, ну, сейчас я не берусь говорить замена или же ремонт. Мы будем искать, оценят. да, специалисты будут говорить, что, где можно заменить, где можно, если необходимость заменить, значит заменить все-таки, потому что подвижной состав новый, а железная дорога очень старая, она имеет износ уже очень серьезный, и это напрямую влияет на наш подвижной состав, колесные пары портятся, к сожалению, приходят в негодность, и чем скорее мы сделаем железную дорогу, тем дольше будет ездить наш дорогой, недешевый поезд, как говорится. Это очень важно, это не маленькие деньги. Если учесть, что мы должны сейчас и административное свое здание расширить, то есть вход, откуда у нас туристы, сейчас мы хотим добавить, многое надо изменить. Мы хотим сделать туалетные комнаты обязательно, именно там вот непосредственно, чтобы из очереди, когда уже входят в пещеру, человек мог своего ребенка или сам в туалет завести. Это очень важно для общего состояния внутри пещеры. А сейчас нет такой возможности? Сейчас есть у нас вот, туалет большой. У нас вот одна часть туалета, там мужской и женский, уже
отремонтировано, все в прекрасном. Да и старый, как бы вторая часть тоже в очень приличном таком состоянии, но хотелось бы лучше. Ну, там около 20 кабинок, в общем. Ну, это как бы люди, приезжая на автобусе, на машинах, они выходят, имеют время туда сходить, имеют время подняться, приобрести билеты и посетить пещеру. Но мы же понимаем, что турист в Абхазии не только смотрит достопримечательности, он где-то закусывает, где-то водичку выпил, где-то винца, где-то пиво выпил, да? И существуют естественные процессы, да. Если это будет непосредственно уже при входе в саму, как бы, в административное здание пещеры, это будет как-то положительные Гораздо результаты удобнее, да. принесет однозначно. Культурный центр, что я говорил, там вот все вместе, это мы просто обязаны, не имеем права этим не заниматься. И какая-то поддержка все-таки государственная нам нужна будет, и мы будем надеяться на Автандила Зефиковича и высшее руководство нашего государства, что она с пониманием отнесутся. Но если было до этого понимание, я думаю, что оно будет и впредь. Автодил Зефикович, продолжая тему развития и благоустройства Нового Афона, я помню, вам принадлежала идея строительства канатной дороги на Анакапию. Как продвигается этот проект? Ну, пока никак, пока это все в планах. Да, это был хороший проект, конечно, такой, связанный с нашим еще и культурно-историческим наследием. Ну, в планах. Я думаю, Вы назвали 3 главных критерия: безопасность, качество и как бы досуг интересный. Скажите, Абхазия этим критериям отвечает сегодня в плане оказания туристических услуг? знаете, как... В том числе качество еды, я хотел бы отдельно Да, на этом не в остановиться. полной мере. Я бы хотел сделать здесь несколько акцентов. Мы вот на 3 китах говорим: это безопасность, это качество и оказание услуг. Мы убедились, что без безопасности туриста вообще ничего невозможно. Это говорит последние события, которые происходили. Это все отражается на туристе. Вот если вы обратили внимание, туристу, тот или иной турист, который попадает в беду, не обязательно там крайний случай. Ему нужно обязательно, чтобы работала правоохранительная система, милиция. Это очень главный фактор. Это очень сложное, тяжелое министерство, которое день и ночь работает. Это адский физический, моральный труд. Это не так легко, как некоторые думают. Это те люди, которые не спят ночью, особенно в летний период. Это МЧС, которые вообще есть несколько отраслей, если несколько министерств, которые не должны спать ночью, они и не спят. Это Министерство здравоохранения, это и наше министерство. Почему? Потому что идет поток звонков, потому что это связано с людьми. Живой человек, живому человеку нужно обязательно какая-то помощь. К нам приезжает в 4-5 раз больше туристов, нежели людей, проживающих местных граждан в Абхазии. И вот с этим большим потоком приходится справляться. И я думаю, вот мы должны все свои усилия на эти 3-4 месяца лета сконцентрировать, чтобы турист чувствовал себя здесь в безопасности и комфортно. Уважаемые коллеги, я думаю, что мы уже будем подводить небольшие итоги. Больше часа работаем в прямом эфире. Я хотел бы, Автандил Зефикович, Мирон Михайлович рассказал о сыне, который в этом году впервые начал экскурсионную деятельность. Скажите, министерство инициировало проведение экзаменов. Повысилось качество экскурсии? Да, совершенно верно. Мы в этом году провели очень большую акцию, большое мероприятие, которое мы еще начали весной, и вот недавно мы закончили аттестацию экскурсоводов. Это очень большое мероприятие, которое должно вывести, это тоже первые шаги, но должно вывести нас на более качественный этап. Почему? А были те, кто отсеялся?
Конечно же, у нас в прошлом году, прошлые годы числилось около 500 экскурсоводов. В этом году у нас около 400 экскурсоводов, которые сдали на аттестацию. Многие не пришли сдавать, а есть около 15 человек, которые не смогли сдать аттестацию, потому что в этом году аттестацию принимала экспертная комиссия из ученых, специалистов в области туризма, географии, истории, этнографии. Вот это все делалось при веб-камерах, в присутствии этих специалистов. Вот. И мы готовим реестр, что самое важное. Сегодня люди смогут нажатием кнопки знать, где какой экскурсовод, какого качества и какой категории у каждого из этих экскурсоводов будет еще и своя категория. То есть те экскурсоводы, которые имеют стаж работы более 5 лет, то они будут через 5 лет проходить аттестацию, то есть они вот этот период будут, значит, свободны, а те, которые менее 5 лет или же менее 3 лет, то они будут проходить эту аттестацию чаще намного. Поэтому это очень такой положительный момент, который будет их подтягивать. Это будет своего рода конкуренция между ними. Но это тоже будет со временем, это всего лишь первые шаги. Я думаю, что мы таким образом, шаг за шагом, будем делать правильные шаги в этом направлении. Почему? Потому что экскурсовод это тот человек, который с кем сталкивается турист. И экскурсовод должен быть настолько эрудированным, чтобы изменить представление о нашей стране. Почему? Потому что мы должны понимать, что очень важно и главное, мы должны смотреть не на то, с чем приехал к нам турист, не на его карман, а мы должны обращать внимание на то, как он видит, с каким настроением. Вот это и будет самый основной заработок. Почему? Потому что он еще раз к нам вернется и расскажет об этом другим людям. И еще вдобавок я хотел бы сказать, что нашу страну воспринимают как страну победителей, как страну храбрых людей, мужественных людей, гостеприимных людей. И в общем и целом так нас и представляют, и мы должны достойно все эти качества нести в себе и быть выше всяких таких вот негативных явлений, которые могут существовать, а они будут всегда. И останавливать таких людей. Почему? Потому что это ниже своего достоинства оскорбить человека, гостя, или же я не говорю о том физическое оскорбление, я говорю о словесном оскорблении. Я думаю, что мы должны показывать все, что есть у нас. Мы гостеприимный народ, и я думаю, что у каждого есть теплое слово для наших гостей. И я думаю, что вместо графина воды мы своему гостю, а у нас очень много в частном секторе задействовано людей, вместо графина воды мы должны поставить графин вина и потерять время драгоценное, может быть, для кого-то, чтобы посидеть с ним и пообщаться, потому что без этого ничего невозможно построить. Это наше лицо, это наш быт, это наше гостеприимство, через которое мы очень многое можем сделать. И помнить о том, что страна души, Абхазия – страна души. А всякий раз, когда происходит негативное явление, преступление и много еще чего, вот эта фраза «страна души» теряет свой смысл. Спасибо Мы должны большое. об этом помнить. Я хотел бы подхватить посыл Автандила Зефиковича, когда он говорил о том, что теплые слова нужно адресовать нашим гостям. Я хотел бы предложить вам, уважаемые друзья, коллеги, вот теплыми словами завершить наш сегодняшний эфир. Рита Владимировна, начнем с вас. Ну что, конечно, мы очень рады любому гостю,
Мы стараемся сделать, чтобы они уехали с такими, знаете, с массой таких хороших впечатлений. Стараются наши работники, стараются предприниматели. Кстати, они как-то стараются вот повышать свой уровень вот, культуры, вот, я имею в виду в кафе, там, в других магазинах. И вот, мы гостю рады и стараемся, чтобы им у нас понравилось, им у нас было комфортно. Мы их просто приглашаем и уверены, что им очень-очень у нас понравится. Спасибо большое, Мирон Михайлович. Ну, наши туристы, наши гости – это прежде всего люди, которые оставили собственные дома, выехали, можно сказать, в чужую страну. Они путешествуют, отдыхают. Прежде всего, конечно же, удачи. Удачи, здоровья, всего. И, конечно, хотелось бы пожелать им, чтобы они чаще замечали позитивные моменты, происходящие в Абхазии, нежели негативные. Хотелось бы пожелать и нашему народу, и сотрудникам пещер, и Рытинского заповедника, и вообще всему нашему народу и системе туризма, всем людям отнестись более серьезно к этому процессу. На самом деле, я вот в детстве, я прошу прощения, от него внимания, временно приезжали туристы к нам отдыхать, мы сдавали 2 комнаты, кто-то с Питера, кто-то с Москвы. Вечером все садились в палисадники, огромный тазик нарезанных огурцов и помидоров, салат, ребрышки бараньи копченые. И графин вина, о котором говорил. Графин вина, там отдыхающий бутылочку водки принесет. Отец хоть и не любил пить, но все равно сидел с ними в компании. И вот эти отдыхающие, кто-то с Москвы, кто-то с Питера, они знакомились у нас, договаривались на будущий год приехать в это же время к дяде Мише. То есть народ Абхазии был как одна из достопримечательностей этой нашей страны. Да. Сегодня, к сожалению, мы многое потеряли. Мы должны вернуть себя как достопримечательность Абхазии на самом деле, в хорошем смысле этого слова, свою чистоту, свою радость, свою гордость, свое гостеприимство. Мы не должны изображать кого-то, насмотревшись там интернета или еще чего-то, да, мы должны оставаться самим собой, чтобы и туристы к нам потянутся, я думаю. Спасибо Всем большое. желаю успеха. Спасибо. Право заключительного слова хотим предоставить министру по курортному туризму Автандилу Гарске. Автандил Зефикович, вам слово. Я думаю, что вот закончу тем, что вот о чем я и говорил в начале. Мы должны учиться и учиться лучшим примером. И я думаю, что это будет самым важным, потому что нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны стремиться к лучшему. Мы должны думать о реконструкции прежде всего у себя в голове, потому что без этого у нас не будет будущего. Мы должны быть конкурентоспособными. Без этого тоже у нас не будет будущего. Мы должны быть лучше. Конкурентоспособность — это означает, что ты должен быть не только лучше, ты должен быть умнее, чем твой конкурент. И еще понимать, что это вот одним днем сделать невозможно, на это нужно время. И я думаю, что Все у нас получится. Хотел это сказать. Все у нас Владимир, получится, все у нас получится, и впереди у нас еще курортный сезон. И я думаю, что вот то холодное начало будет закончится очень компенсировано. Да, На самом деле, тема днями. курортного сезона очень всеобъемлющая. Я понимаю, что мы, может быть, затронули лишь небольшую часть вопросов, но работаем больше часа 10 минут в прямом эфире. Хотя, когда мы начинали наш разговор, думали, что ограничимся 45 минутами, 50 минут. Но видите, как мы эту тему раскрыли. Курортный сезон, уважаемые телезрители, медленно, но верно набирает обороты. Это, в частности, подтвердили участники сегодняшнего собрания. Совсем не исключено, что итоговые цифры будут не такими провальными, как предрекали эксперты в мае.
Проблем в курортной сфере действительно много, но абхазское гостеприимство и благодатная природа продолжают играть нам в плюс. Вечно это длиться не будет. Государству и бизнесу надо срочно улучшать сервис, повышать уровень безопасности, не допускать появления на прилавках некачественной продукции. Вот тогда Абхазия прочно займет первые строчки в рейтинге самых популярных курортов. Уверен, что так и будет. Я, Левон Галустян, прощаюсь с вами. Спасибо, что были с нами в этот четверг. Увидимся уже в июле. Всем доброй ночи. Абзерас и табу.